Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передачи «Якутск сегодня». У микрофона редактор я, Мария Ким. Со мной работают, как всегда, в крепком тандеме Николай Слепцов-Айдын и Мария Сунхалырова. Сегодня мы поговорим о замечательном мероприятии, которое буквально на днях у нас прошел в городе Якутске. В столице подвели итоги 6-го открытого городского конкурса по ледовым и снежным скульптурам «Мы – дети Севера». Конкурс прошел с 27 февраля по 1 марта в ледовом парке «Северное сияние». В этом году в мастерстве изготовления скульптуры изо льда и из снега соревновались 15 команд. Одна команда из Мегино-Кангаласского улуса, 2 команды из Татинского улуса, 1 команда из Намского улуса и 11 команд из города Якутска. И у нас сегодня в гостях организатор, директор детской художественной школы имени Ким Леонида Александровича Птицын Николай Анатольевич. Добрый день. Руководитель команды, преподаватель также детской художественной школы Ким Леонида Александровича Камшилин Василий Геннадьевич. Добрый день. И команда победителей Колотухина София и присяжный Александр. Добрый день. Добрый день. Я очень рада приветствовать вас сегодня на студии. И в первую очередь, конечно, вопрос к организаторам. Как шла подготовка и в какой раз прошел? Ну, у нас это ежегодное мероприятие, да, получается. И в этом году у нас получилось 6-й раз. То есть до этого у нас было 6 раз. И по известным причинам, да, 2 года не было. Это во времена пандемии, да, где-то в 2020 году и 2021 году не было. А так, по идее, должна была быть 8-й раз. Уже 8-й год. Да, ну, если бы... Не пандемия. Да, не форс-мажор. Но, тем не менее, у нас каждым годом организация на высшем уровне бывает, да. Мы делаем для детишек все условия. Это и питание, и теплое место, чай, кофе всегда есть. Да, ну, у нас, как вы знаете, да, погода бывает непредсказуемая. Конечно. Даже если весной, то бывают и ветреные, очень холодные дни. И чтобы обеспечить, да, безопасность и комфорт участникам, надо будет, да, всегда теплое место и, ну, все питание, условия. да, все условия. Ага. Это получается насчет организации. Организатором кто? Организатором является окружная администрация города Якутска, Управление культуры и духовного развития города Якутска, также детская художественная школа имени Ким Леонида Александровича и парк «Северное сияние», ледовый парк. Ну вот, судя по количеству команды, я могу прям смело сказать, что интерес большой. И это не только команд города Якутска, но еще и улусы подтягиваются потихоньку. Да, вы знаете, да, первые дни, да, то есть первый конкурс у нас, как бы, мы хотели сделать чисто городской конкурсом, но пошли заявки из улусов, из районов. Так, и... А детям сложно отказать? Детям, конечно, сложно отказать, и мы решили сделать открытым городским конкурсом, и ежегодно сейчас у нас получается открытый городской конкурс. И конкурс, кстати, да, носит имя Максимова Михаила Павловича. Он как бы инициатор этого конкурса. Он у нас работал в детской художественной школе долгое время директором, да, и увидел, что для скульпторов, да, вот такие вот конкурсы проходят международного уровня, республиканского масштаба, так. И он подумал и сделал, а почему для детей нету такого конкурса? Он мне сказал, так, и вдруг, да, с помощью управления культуры, хорошо, что они нас очень хорошо поддержали и сделали вот такой конкурс, да, и к сожалению, Михаила Павловича не стало в 2018 году, и сейчас этот конкурс, да, его детище и носит имя Михаила Павловича, чем мы очень горды. Конкурс живет. Да, конкурс живет, да, дети все участвуют уже, ну, то есть имя его уже на веки.
навеки да, остался. Это у нас уже ежегодный конкурс. И вот, Василий Геннадьевич, вот сейчас как руководителя команды хотела бы спросить, как работается с детьми? С детьми работается очень хорошо. Допустим, во время работы мы долго не спорим, сразу быстренько решаем все вопросы, кто будет что делать, потому что задача руководителя на данном конкурсе – это вся сложная работа. Распилить лед и потом уже ученикам, то есть своей команде, да, объяснить задачи, кто что будет делать. Кто-то стамеской работает, кто-то, может, там ножиком где-то работает. Ну, в основном сначала все стамесками работают. То есть убирают все лишнее, приводят в форму, потом уже, когда форма появилась, начинаем уже чистить там либо ножами, либо другими стамесками, чтобы уже выявилась общая масса, там, аккуратность была в работе. Вот, и легко, можно так сказать, работать с ребятами. Мы уже с ними, допустим, второй раз уже работаем. Первый раз в прошлом году мы работали, тогда ребята только начинали, я только начинал, и тяжеловато было мне самому, и ребятам было тяжеловато. А в данный момент, как бы, ребята и к эскизу подошли серьезно, сразу такие, так, эскиз нам нужно такой-то, такой-то сделать, чтобы меньше было пилить льда, чтобы поместился наш эскиз в заданный размер льда. И вот эскиз сделали, чуть-чуть его там подправили, обговорили, и в итоге все, пошли участвовать в конкурсе. Ну, я слышала до начала передачи, что вы буквально третье место, вы с третьего места сейчас перепрыгнули прямо на место чемпиона со своей работой. Первое место. Молодцы такие. И расскажите, пожалуйста, о своей работе. Что это было? Какая вот идея? Когда она пришла? Ну, в этом году была тема «Счастливое детство». И почему-то у нас как бы загорелась идея, что почему бы не связать ее как с рыбалкой. Мы показали большую рыбу, а очень много маленьких рыбок. И вот то, что детям, им так повезло, то, что у них большой такой улов. И вот вы все воплотили во льду, во льде. Ну да, вначале, конечно, было много разных вариантов, делали эскизы, но пришли к этому варианту. Он был самый лучший, мы так подумали. Лучший, интереснее, потому что когда, рыбалка, понятно, это веселое занятие, когда крупная рыба ловится, все начинают радоваться, счастливиться, а это дети вот вытащили рыбу почти в свой рост и начинают измерять ее. Кто-то там начинает шутить, там на руки становится, да, кто-то там и так, просто интересно подала сюжет София нам в этой данной композиции, и мы ее потом разработали и в итоге уже как бы перенесли в лед. Большой смысл несет ваша скульптура. А где ее сейчас можно увидеть? Давайте мы расскажем нашим телезрителям и радиослушателям. Так, сейчас можно увидеть в 202-м микрорайоне. Это ледовый городок, Северное сияние. И там конкурс проходил? Да, там проходил конкурс как раз вот по детской ледовой скульптуре от возраста от 11 до 17 лет. А каково работать с льдом? Вот вам? Это интересно. Там просто нужна очень сильная аккуратность где-то. И когда обрабатываешь лед, то сильно давить не надо. Просто. Ну, это все со временем к вам пришло, да? Приходит, да. Нет такого. Когда это вы начали вот с этой вот стамеской работать? И сколько нужно было ледяных глыб, наверное, разбить, чтобы прийти уже к тому, что делать такие... Я видела эту скульптуру. Она феноменальная. Я вам скажу, вы такие большие молодцы. Вот эта вот гладкая сторона этой девочки, вот, допустим, как у вас получается? Допустим, в моей голове это вообще никак не может вместиться. Это как стамеской сделать такую гладкую вот. Сейчас они расскажут, как они делали. Мы делали ножичком таким маленьким. Мы там закругляли все гладко было. А вот там с помощью еще чего-то, да, делать там вот ничего не применять? Нет. Изначально это все убиралось стамеской, грубой, так и с зубьями. И после этого уже, чтобы не было этой грубости, была форма более идеальная, гладкая, плюс она еще такая матовая получается, фактура своеобразная, и поэтому ребятам уже вручил ножички, и где смотрим,
там всякие выемки получились, погрешности, глубокие ямки. Они это все ножичком убирали, направляя его в разные стороны, так, чтобы было удобно, чтобы это все убрать максимально, насколько возможно будет. Это сложно. В моем представлении это очень сложно. Да, ребятам это тоже сначала было сложно. Они мне все время спрашивали, как это все это так сделать, потому что первый раз-то мы работали только стамесками без ножа, а здесь уже нож появился, еще другие стамески появились, и в итоге результат вышел очень-очень такой... Да, феноменальная работа. Я поражаюсь просто смотреть на это, да. Обязательно всем рекомендую пойти и посмотреть эти прекрасные работы наших ребятишек, которые сейчас на 202 микрорайоне. Это вот парк Северное Сияние, да? И все работы вы там радуют людей до жарких дней. Да, в этом году у нас участвовало 16 команд детских по детской скульптуре, да. И там есть, это получается, и взрослые международного масштаба, которые были осенью. И рядом стоят детские маленькие работы. Можете увидеть на 202 микрорайоне. Это парк, обязательно да, надо увидеть. Северное Сияние. Также проходили совместно после детского ледового, да, впервые, можно сказать, в республике, то есть в городе, семейный конкурс по снежным скульптурам. Мы решили с годом семьи превратить вот такие вот скульптуры. Да, участвовало тоже много команд, 10 команд из города Якутска, из разных улусов наших. Да, это, получается, татинские, горные, намские, мигноконгласские. Ну, это как спортивное мероприятие, мама, папа, я. Но только по снежным скульптурам. Они прям вот так вот, мама, папа, все приходят со стамесками. Я так понял, стамесками. Основной инструмент. Да, со стамесками, пилами, там, лопатами. Приходили и делали скульптуры. Вот мне самое главное, то, что детям нравится. Василий Геннадьевич буквально сказал, что их даже за уши не оттащить, пока они там стоят, все это делают в творчестве своем. Это точно. Молодцы большие. А есть, да, вот в планах? Конечно, есть. Принять участие в 7-м конкурсе. Ну да, Есть. конечно. Мы думаем еще, просто у нас следующий год это будет дипломная работа, но есть такое желание поставить как 2 команды. Не знаем просто. Ну, Василий Геннадьевич Попробуйте. услышал. Николай Анатольевич тоже Плюс услышал сейчас. сейчас мы участвовали, получается, в младшей группе, да? Это А в младший. следующем году уже ребятам будет по 14 лет, и уже мы переходим в старшую группу. Да, там уже, наверное, и работу посложнее, и задачи посложнее, посложнее Да. поставят. Сделаем. А самое главное, откуда вот желание заниматься? Все-таки лед и снег, они же такие очень хрупкие. Как вы к этому пришли? Не знаю. Мне было просто интересно принять участие в этом конкурсе. Ну, попробовать что-нибудь новое. Что-нибудь. Мгм. Не только рисовать о бумаге, но и скульптуры делать. У тебя, София? Тоже как-то хотелось чего-то нового попробовать. Мы как уже вырезали из кости, Мгм. но по льду что-то новое было для нас. Вы еще и вырезаете из кости? Да. Да. Какие не молодцы, да? Ну, у вас мелкая моторика, я так понимаю, вообще идеальная. Молодцы. И вот восхищаюсь, да, вот такое вот поколение детей таких растет, да, вот что-то новое, что-то новое. В мое время такого не было. Ну, вот сейчас мы пробуем по кости вырезать. До этого не вырезали. Сейчас вот снова возобновил занятия по кости. И в понедельник, вторник ходим, дополнительно занимаемся. И вот эти вот работы, которые вот сейчас вы полностью... Вы даете задание, да? Вот, допустим, на такую тематику сделать, на такую тематику сделать. Да. Или есть свободный полет там? Нет. Ну, в общем, мы делаем положение, да. Ну, это обычно бывает после Нового года сразу. Ну, потому что у нас в первые майские дни вот сразу бывает вот детский конкурс.
Обычно в прошлом году мы делали с 1 по 3 марта. А в этом году мы решили сделать с 27 февраля по 1 марта. Ага. Ну, в прошлом году у нас это была вот тематика «Союз мультфильм». Очень интересная, да, вот такая тема. Но в этом году с годом детства мы сделали вот такую тематику. Ну, обычно у нас, да, всегда меняется, вот как год будет назван, да, и мы в честь него обычно делаем. А в этом году мы сделали «Счастливое детство». Общая тематика. Да. Год детства в республике. Да, с годом детства, да, в Годом республике. семьи. Ага, с годом семьи Российской Федерации. Это получается по снегу у нас. Ага. А по снегу работать? Вы по снегу работали? Нет. Нет, ребята еще не пробовали. работали. Еще не работали, это значит в планах поработать еще По есть. снегу это другая уже совсем история. Там он более такой подвижный, можно сказать, не так напряженно, как со льдом работать. Там, ну, и надо аккуратнее тоже. Все равно, если там слишком много убрать, то потом уже не восстановить, либо придется там убирать дальше там, и так далее. Ну и начинать сверху, допустим, и вниз вести. Ну и плюс еще... А это сверху вот вниз ведут, да? Да. Ага. Потому что, чтобы можно было ходить там вокруг того, что делается. Ну и плюс там, опять же, зачищать нужно там снег, либо стамеской, либо специальные там приспособления, наподобие терки, вот, и это все аккуратненько затирается, чтобы такая ровная форма придавалась снегу. Это еще и терка идет в ход? Да. Ну, это если так вот сказать. Там, ну, похоже чем-то на терку. На терку? Ага. А вот эти вот инструменты, они у вас полностью уже есть, да, в вашем Ну, у личном? нас нет. Нам предоставляет Василий Геннадьевич. И Да. всё. А как-нибудь потом, уже в далеком будущем, вы какой-нибудь видите с собой вот в союзе вот со льдом? Возможно. Я бы хотел участвовать ежегодно, если так, конечно, получится. Потому что мне нравится это занятие. Ну, нашел свою, да, вот Ну да. где-то интерес большой. Но впереди у нас еще конкурс среди взрослых есть. Там столько лет, там и 10-й конкурс, и 11-й, и 55-й. Молодцы. И сейчас вот... То есть в республике, да, получается, есть такой по всем возрастным категориям, да, есть. То есть это получается у нас вот на 202 марте детский конкурс идет, потом идет в парке Актемсе, да, молодежный конкурс. Ну, молодежный он был. Ну, там уже перед организаторы, получается, администрация Актем парк. Ага. И взрослые конкурсы это у нас обычно в декабре месяце бывает. Это тоже на 202 микрорайоне. Там уже международного масштаба. Ну, там, да, они вот приходили к нам в гости в декабре и рассказывали то, что растет вообще поколение супер скульпторов будущих. И поражались очень от работ детей, которые потом уже представляют, да, нашему вниманию. Я бы хотела вам пожелать огромных успехов, больших и огромных, прям при огромнейших успехах, как эти ледовые скульптуры и снежные скульптуры. Вы, надеюсь, уже к ним тоже когда-нибудь придете и придете к нам на передачу и расскажете нам о них. Расскажете. Да. Да. От всей души я поздравляю вас с первым местом, но, несмотря ни на что, все еще впереди. У вас все впереди. И Спасибо. Спасибо. переходим к вам. Я так думаю, вот следующий конкурс уже будет 7-й, Да. и он будет в той же концепции. И семьи, и дети. Ну, в следующем году, да, мы, возможно, немножко изменим. Но, Уже планы есть, да, извините. что-то есть. Ну, мы вот минусы, плюсы всегда смотрим после конкурса. И, ну, такой черновой вариант как бы уже сделали. И в следующем году... С коррективами уже проведете. Да, и придете снова к нам, и обязательно нам про это расскажете. Обязательно. Спасибо большое, что были с нами. Через несколько минут мы снова встретимся.
Еще раз добрый день, дорогие телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». У нас вторая часть передачи. И у нас в гостях Тонконог Максим. Тонконог Максим, да, управляющий Центром гуманитарной помощи Help ЕКТ. Привет, Максим. Я рада, наконец-то, что ты в своем плотном таком графике нашел время и пришел рассказать нам о работе центра. И вот первый вопрос. Когда он начал свою работу и кто его открыл? Мы начали свою работу 5 октября 2020 года. Открыла его Федорова Марина Владимировна. Можете ее знать, наверное, как владелец магазина Happy Baby, Сказка Baby. Вот, идея пришла, наверное, еще давно об этом шла речь. Думала она об этом. И такая интересная история приключилась, то, что аренду в магазине снизили на помещение само. Снизили и решили на эти сэкономленные деньги, то, что откроем центр помощи, как бы люди верующие, из-за этого решили. Вот. Сам я туда пришел тоже по знакомству. Все как бы в одну церковь ходим и сказали: Максим, можешь прийти помочь? Я сказал, почему нет? Да и в целом интересно это на самом деле для меня. Я знаю, что... скажу сразу, что мы уже на «ты». Я как знаю, что ты практически, когда в школе учился, до армии, да, там работал, а потом ушел в армию и снова вернулся. И снова вернулся в команду. Немножко поправлю. Я вот как отучился, год, как я уже отучился, я туда пришел. Это после школы? Да, да. Поступал учиться, не взяли, ничего страшного. Есть места, где можно опыт другой получить, более интересный. Вот именно за этим ты же сказал, да? Что да, вот то, что опыт управляющего, он такой вот, я бы сказал, ценный. И то, что я нигде не получу опыт работы с волонтерами. Это вот очень интересно. Туда пришел, наверное, год я там пробовал, помогал, как-то в команде крутился и ушел в армию. После армии я пришел, поработал немножечко, и потом меня обратно позвали. Я думаю, почему нет? Тем более знакомые. Да, все знакомые, как бы... И работа сама знакомая, что, как. Да. В целом, сама суть понятна, что делаем. То, что помогаем населению, отправляем в ВУЗы, с администрацией как-то сотрудничаем. И как бы на этом вся работа завязана. А теперь мы расскажем нашим радиослушателям и телезрителям, чем занимается Help ЕКТ, команда Help ЕКТ. Мы что делаем? Помогаем людям. Вот люди... Вот я хотела бы, наверное, тут тоже такую внести подводку о том, что люди к вам несут то, что, по сути, сейчас им в жизни... Вот я, допустим, лично только о вас так узнала, да? Я собрала определенную там одежду свою, мне сказали, что есть вот Центр гуманитарной помощи Help ЕКТ, и что я туда могу ввести. Но когда я туда пришла и увидела объем, вот этот вот павильон, я поняла, что добрых и отзывчивых людей, слава Богу, да, в этой жизни больше. Да, достаточно. У нас в начале, как мы открылись, была такая проблема, то, что мы вообще не справлялись. Вот прям вообще. Несли. По 700 килограмм в день вещей приносили. Забирали по 200 килограмм. Как бы такой разброс большой. Как-то справлялись, работали. Вы помогаете какой категории людей? Изначально у нас идея была, задумка в том, что мы помогали многодетным матерям-одиночкам с детьми-инвалидами и с самим матерям-инвалидам. Но с учетом времени начали помогать всем. То есть люди приходят, мы документы ничего не спрашиваем, как бы удостоверение о многодетстве, ничего не нужно. То есть человек просто подходит, записывается, фамилия, имя, проходит в зал, набирает вещи, взвешивает, сколько взял, мы записываем. Это сделано чисто для статистики. Мы ведем статистику, периодически ее выкладываем в соцсетях. Вот. Все.
То есть... Помогаете? Да. Да, вещами помогаем, то есть в целом как-то так у нас работа завязана. Касаемо также контингента, которому мы помогаем, добавлю немножко то, что помогаем всем, но у нас есть вот одно правило, вот прям строгое, то, что в алкогольном опьянении и нетрезвом виде нельзя. То есть перегар, неважно, не проходят люди. То есть помогаем всем, не смотрим на статус. Если человек пришел, значит нуждается. Да. Вот так вот. Ну и сейчас в работе центра уже сколько тогда? Уже 4-й год пошел? Да, 4-й год пошел. А команда у вас постоянная или она вот как-то меняется? Команда чисто из волонтеров. То Приходят есть есть помочь? постоянные волонтеры, их штук 6, Мгм. периодически приходят, помогают. И есть новые, которые изредка приходят, помогли, потом немножко связь с ними потеряли. Они больше не приходят. Ну, те, кто надо, те Да, постоянно у вас на связи. Да, то есть помогают, да. То есть команда какая-то своя образовалась. Ну, то, что вот 700 килограммов одежды, да. Да, И- я что заметил? Есть кто хочет помочь, и есть те, кому нужна помощь. Да. Что заметил, то, что у нас, оказывается, сезонное. Все это Сезонное? делают. А какой сезон такой прям понял? Получается весна-осень, межсезонье. То, что летом достаточно мало цифры выходят, и зимой очень мало, потому что холодно. А вот в этих переходах, наверное, есть, скорее всего, это у нас же идет расхламление. Да. И вот мы то, что мы уже не носим, мы чем-то не пользуемся, мы идем лучше передадим. Ну, благодаря вам мы вот это вот все то, что нам не нужно, не выкидывается. К сожалению, так было, наверное, да, вот раньше. А сейчас все Да. прям несут вам. А вот эту вот историю, Максим, расскажи мне, пожалуйста, как вы помогли той женщине в течение какого-то периода. В течение, наверное, вот всей работы центра мы вот одной девушке помогли. Она пришла к нам с самого открытия, помогала как волонтер, немножко себе набирала вещей. И как бы с ней особо не разговаривал до момента, как после армии пришел, вернулся. Она говорит: ой, Максим, здравствуйте. Я говорю: здравствуйте, как-то разговорились. И она рассказала свою историю о том, что она смогла сэкономленные деньги на одежде, потому что большая сумма все-таки уходит, детей одеть, себя одеть. А семья многодетная? Нет, не многодетная, 2 ребенка в семье. Но все равно они как бы очень много экономили на себе. И вот благодаря тому, что они смогли сэкономить на одежде, они спустя 3 года смогли не то что питаться хорошо, а даже правильно. Правильное питание же у нас дороговатое немножко. Начали правильно питаться, отложили деньги на машину купили. И вот сейчас она сама начала заниматься как-то поиском себя. Вот, допустим, относительно недавно она со мной советовалась, начала шить бахилы многоразовые. Так немножко продавать. То есть как-то себя начала искать. Вот такая вот хорошая история. Ну вот жизненно, да, так? Да. Которым вы красной нитью практически вот так прошли по их судьбе и помогли. Ну, она вас в жизни точно никогда не забудет. А вот эти вот приходящие волонтеры... Вот я считаю, что волонтеры это прям по зову сердца. Это вот не каждый на это способен. И вот они приходят и помогают вам. Да. Я с многими общался, с волонтерами. Почему вообще занимаетесь этим? Что оно вам дает? Допустим, люди более пожилого возраста, они приходят как на медитацию, начинают вещи сортировать, и в голове они говорят, что вот прям по полочкам все выстраивается, когда сортируют вещи. Касаемо молодых, допустим, так скажем, мои сверстники, чуть постарше и так далее, они просто давно в этом уже деле, как бы где-то помогли, что-то понравилось, и вот решили. Вот тоже я самое, допустим, у меня почему-то сердце лежит к людям помогать. Как-то вот так. Да, я вот поэтому еще тогда я посмотрела на тебя и подумала: молодой человек, да вот нет, он же после армии вернулся и дальше продолжил помогать людям. А в планах у тебя сейчас что? В
планах много чего. Какой вопрос? Господи, почему я такой вопрос задала молодому человеку? А сколько тебе сейчас лет? 20 лет. 20. Да. Ну, Я- это же круто, вот Это круто. помогаешь людям, и такая вот, как бы невзирая на все плохие моменты, которые могут быть в социальной работе, бывают моменты, то, что вот помог девочке, она тебе так улыбается, говорит, спасибо большое, дяденька. Ну, вообще, хорошо после этого А становится. еще девочка, которая, наверное, очень нуждается в этой помощи сейчас, потому что такая категория людей в нашей жизни есть, кому нужно помочь. О, Максим, большой молодец. Вот спасибо тебе. Сколько мы пытались здесь организовать? С прошлого года, да? У нас С прошлого года, да. Все никак не получалось встретиться. И вот спасибо огромное, что ты пришел к нам, рассказал про Help IKT и вот планы на ближайшее будущее. Продолжать работать. Планы у от нас, центра. планы по центру достаточно объемные, большие. Хотим все-таки наладить поставку в ЛУСы, потому что у администрации деревень, районов и так далее, у них сейчас пошла тенденция на полки добра. То есть они открывают помещение, полка добра у них есть, и вещей как бы мало. Поэтому мы стараемся в район отправлять вещи, но единственное наше условие это то, чтобы они приезжали, сами забирали. То есть могут сами выбрать, могут нам список отправить. Вообще абсолютно неважно, мы вещи соберем. А вот способ доставки, чтобы был именно... Да, на их плечах. А улусы о вас узнали, они выходят на вас? Да, улусы выходят, но больше частные организации выходят, допустим. То есть... Ну, вот те же самые, наверное, волонтеры, которые хотят помочь там Да, на да. местах у себя, да? Да, те же самые волонтеры позвонили и говорят, то, нам нужно это. Конечно, без проблем приходите, организуем. То есть как-то так. С администрациями работали уже не единократно, но все же хочется как бы такой систематизации, чтобы на постоянной основе месяц 2 раза туда, в этот месяц 2 раза туда, и вот все спокойно было бы. А так вот ищем постоянно, кому отправить, кому вещи нужны. Мне кажется, этот контакт быстро вообще наладится в ближайшее время. Думаю, да. Мгм. Как раз сейчас сезон начнется. Да. Когда ты там сказал? Весна, осень. Весна, осень. Ага. Вот как-то так. Ну, это отличное. Практически вот Help IKT, он географически сейчас расширяется, и еще по улусам будете людям помогать. Да. Ну, это еще испокон веков, как только открылись. Было такое. Было такое, да, немножко помогали. Туда отправили, сюда отправили. Но, как обычно, на практике показано, то, что помогли раз-два, и люди дальше теряются. То есть у нас слишком большой объем. Мы отправляем, люди просто либо не могут с ним справиться, либо не успевают. То есть, как бы нужно постоянно новые искать организации. А вот у самого у тебя сейчас ближайшие планы? Мы это говорим или пока не раскрываем? Не, пока не раскрываю. Пока не раскрываем, да. Хороший план тот, кто не раскрыт. Да. И сейчас у вас волонтеры, допустим, я могу там в любой момент просто позвонить и сказать: Максим, можно я приду, помогу? Вы меня спокойно координаты кидаете, я иду и сижу и медитирую, да, там то, что одежду складываю. Звонить даже не обязательно. Да, просто прихожу, да. Просто приходите, немножко вставочку такую сделаю, чтобы вещи принести. Пожалуйста, звонить не нужно обязательно. Мы работаем. Мы работаем по графику, как у нас вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Воскресенье, понедельник у нас выходные. Вы находитесь по Вилюйскому переулку? Да, находимся по Вилюйскому переулку 6. Бело-синее трехэтажное здание для ориентировки вам дам. Торговое здание «Партнер». Все. Туда проходите, на первом этаже охрана есть. Если что-то потерялись, можете к ним обратиться, они знают. То есть никаких особо проблем, чтобы к нам прийти, помочь, принести вещи, вообще нет. Приходите, оставляйте. И уходите. Можете остаться, помочь. Вот, ага. Да, вот. То есть... Даже вот этого, в принципе, Да, есть же даже... люди, которые вот как, да, хотят помочь, а вот не знают, как свою помощь предложить. Да, можете просто прийти, оставить вещи и сказать: а я вот хочу сама рассортировать свои вещи. Да, пожалуйста, сортируйте. Можем еще дать. Ну да, я посмотрела вот этот вот павильон, который, да, было видно, что
и квадраты такие масштабные, Да. и то, что люди несут, ну, стараясь помочь нуждающимся. Да. Ну, единственное, что меня радует вообще на протяжении всего вот этого отрезка времени, с начала работы и по сей день, это то, что приносит больше, чем уносит. Это, то есть, нуждающихся людей меньше. Это, несомненно, радует. Конечно. Ну, по этой картине можно определить, да. Да, да, просто по цифрам. Для этого и ведем статистику. Ну, я так понимаю, что туда, в принципе, ну, не только вот многодетные, там, нуждающиеся, социально как-то в опасном в этом находятся. Ну, они могут прийти, любой нуждающийся. Да. Там не обязательно предоставлять какие-то документы Да, вам, да. и вы всем поможете. Я даже так скажу. Если человек к нам приходит, он считает себя нуждающимся. То есть не обязательно быть по факту нуждающимся. Если чего-то не хватает, что-то как-то, какие-то проблемы в личной жизни или что-либо случилось, можете к нам прийти, помощь окажем. Ну, Пока материальными вещами только. Ну, подтверждающих документов вы не просите. Да, Помогаете всем. Ничего, никаких документов не нужно. А центр пока он сейчас один только по Вилюйскому, да? Да, только по Вилюйскому переулку 6. Только там находимся. Вилюйский переулок 6. Туда вы можете отнести свои вещи, можно отнести кухонную утварь, какие-то предметы быта, да? Ну давайте как раз по категориям пробежимся. Давайте. Принимаем одежду, обувь, памперсы, не памперсы для новорожденных. Все вот это принимаем. Посуду, книжки, игрушки детские. То есть и мягкие, и твердые, все принимаем, то, что людям может быть пригодиться. Все. А потом уже сидят ваши волонтеры и... Да, и сортируют. Ну, то есть у нас как-то более мы нацеливаемся на магазины, чтобы как-то все удобно было. То, что все на вешалочках, аккуратненько, обувь в коробочках, можете обувь посмотреть. Также у нас есть стеллаж с обувью, там обувь тоже выставлена. То есть как бы немножко, чтобы людям было удобнее делом, чтобы они не копались в коробках. Неудобно же. Да, неудобно и временно. И, к сожалению, мы завершаем нашу беседу, время уже подошло. Еще раз, Максим, спасибо тебе огромное, что наконец-то мы с тобой встретились в этой студии, рассказали телезрителям, радиослушателям, что есть такая работа, Центр гуманитарной помощи, Help ЕКТ, и что она уже работает. Те, кто не знает, она у нас уже работает 4-й год, и там такие замечательные молодые люди и волонтеры, те, кто идут, все по зову своего сердца помочь людям. Спасибо всем большое, встретимся в следующем выпуске. До скорых встреч.